Ну что, вот мы и поймали человека, который первый раз в штабе. Представляете, насколько какие-то ощущения. Как тебя зовут? Рушания. Это Рушания. В общем, Рушания, расскажи, как тебя пригласили на ифтар сюда? Как твое вообще восприятие? Как тебе штаб? Ну, меня сюда пригласили, мне очень нравится, здесь очень необычно, столько разных людей с разными увлечениями, и, ну, приятно здесь находиться, вот. Мы уже тебя замечаем не на первом татарском мероприятии, ты уже начинаешь активно ходить. Скажи, что это за порыв такой вдруг случился у тебя? Поняла, что без активности, к сожалению, никак, нужно знакомиться, находить общие состыковки, чтобы, Чтобы появлялось у тебя окружение, твое, которое ты хочешь. да, еще чтобы проводить общие там мероприятия, гулянки, все такое. Классно, классно. Что еще интересно, это случилось вот в Рамадан у тебя. Да. Расскажи, пожалуйста, как Рамадан у тебя проходит? Рамадан, альхамдулилля, проходит хорошо, держим пост, да, очень комфортно, потому что, ну, не жарко, не холодно даже особо. Я думаю, Да, очень комфортный прям, месяц. да. Но летом было очень тяжело. Вот буквально года 3-4 назад. Это было где-то на июнь. А сейчас очень комфортно. И поэтому для тебя тоже это хорошо проходит? Да, это мой как раз третий Рамадан, и я еще никогда не держала, да, где-то в мае, в июне. Хорошие дни сейчас, очень хороший месяц, да. Осталось вот буквально неделя до Уразы Байрама, до Уразы Байрама. Скажи, как проведешь его? Просто где-то, может, пойдешь на мероприятие с друзьями, к родным? Вообще, как пройдет для тебя этот день? Хочется, конечно, чтобы он прошел продуктивно и с хорошими людьми, которые, ну, близкими, так сказать, вот. Пока думаю, смотрю анонсы. Да, много, кстати, будет мероприятий по городу, и в шатре Рамадана, и во всех мечетях. Это будет не только в один день проходить, это будет проходить 3 дня. Также в штабе будет тоже организовано мероприятие, и еще будет 22 числа Рахат Кишляры даже, представляете? То есть очень-очень на этот конец недели плотный график мероприятий, поэтому тоже, ребятки, повнимательнее, посмотрите анонсы, обязательно читайте, приходите, мы вас ждем. Рушня, а тебе спасибо большое за твои ответы, за твои классные интервью. Так, ребятки, приветики. Привет. Привет, да. Как проходит Рамадан? Проходит прекрасно. Рамадан месяц проходит с сердцем, так скажем, с добрым сердцем, намерениями, все хорошо. Все хорошо, да, спокойно проходит. Есть какие-то события, которые произошли за этот месяц? Может, какие-то большое дело сделали, что-то для себя открыли новое? Что вообще интересного проходит в Рамадан? Я в этот месяц, наверное, простила многих людей, открыла таким образом сердце, которое начиналось закрываться. Можно так привести пример. Достойно, достойно. Ребята, у вас что? По работе многого достиг. Много по работе, да? Духовное переосмысление. О, тоже очень классно. Неделя, наверное, у нас, да, Уразы. Что, где будете? Расскажите, там, с родными будете где-то встречать? Может, с друзьями где-то? Как планируете провести этот день? Ну, дома с родителями, скорее всего. Я перед праздником буду в шатре Рамадана, вот, в четверг. Потом, да, уже как раз с родственниками. Я думаю, дома, да. Да. Классный семейный будет праздник Ураза Байрам. Думаю, многие проведут его с семьей. Также будет мероприятие в шатре. Проходить 3 дня в шатре Рамадана на Минской около мечети. Поэтому, ребятки, спасибо вам за классные ответы ваши. Снова здравствуйте. У нас Раниюша, одна из главных личностей штаба татар. Как у тебя этот месяц вот, по сравнению с другими? На самом деле месяц я продуктивно начала, и все-таки сказывается то, что очень много работы, и то есть мирскую жизнь и поклонение иногда не так легко совмещать, да, но, наверное, в любом случае это все равно какое-то состояние спокойствия, умиротворения, и ты просто радуешься тому, что у тебя есть такая возможность, и ты окружена вот этой всей этой атмосферой, потому что в другие месяцы ты в душе этого не чувствуешь, вот этого просто спокойствия, отсутствия каких-то
проблем внешних. Какой уже по счету для тебя этот Рамадан? Самый первый, где-то он состоялся около 10 лет назад, поэтому... 10 лет? Не совсем, но можно считать, что, в принципе, продолжительное время, но самыми осознанными были последние 3 года. А сейчас как для тебя Рамадан отражается? Ты его ждешь как-то в предвкушении, может? Что для тебя вот этот месяц раз в году? Конечно же, он такой ожидаемый. Там светские люди, если ждут Новый год, то я все жду побыстрее наступления Рамадана, потому что он, во-первых, объединяет всех людей, да, в твоем окружении. Плюс ты начинаешь себя контролировать. То есть ты контролируешь свое поведение, ты контролируешь свое питание, да, у тебя ты обязан выстроить свой режим дня для того, чтобы вот выполнить свою обязанность, держать пост, там, следить за тем, что ты говоришь, как ты говоришь, да, свои поступки. Все равно ты пытаешься сделать больше каких-то добрых дел. И для меня вот самое важное сравнивать себя с прошлым Рамаданом и делать все для того, чтобы я становилась лучше и мое поклонение становилось лучше. Уже осталась буквально неделя до Ураза Байрама. Как ты будешь его проводить? С кем? С друзьями? Может, к родным поедешь? Очень грустно говорить о том, что Рамадан уже уходит от нас. И очень грустно говорить о празднике, потому что праздник начнется у меня на работе. Ну, точнее, он начнется, но я уже пойду на работу. И по этой причине, к сожалению, я не могу не попасть к семье, к близким. Я думаю, что это проблема многих. Но радует то, что все-таки этот праздник выпадает на пятничный, да, на пятницу, значит, это еще возвышается ценность этого дня. И, возможно, даже если мы с близкими какими-то друзьями, знакомыми, возможно, соберемся вместе, не днем с утра, да, как принято начинать, но, может быть, ближе к вечеру. И тогда проведем этот вечер вместе. Ну что ж, мы добрались до организаторов сегодняшнего ифтара. Одни из... Меня зовут Лейсан. Меня зовут Гульнара. Девочки, расскажите, как пришла идея вам сделать ифтар с друзьями здесь, в штабе татар? Вообще, я впервые участвую в этом мероприятии как организатор. Я знаю, что периодически люди каждый год организуют такое мероприятие, ифтар, куда зовут своих друзей, знакомых. Вот. И в этом году мне также подали идею, что можно выступить таким организатором. И я с удовольствием согласилась, потому что в этот такой прекрасный светлый месяц сделать праздник, куда пригласить большое количество людей, постящихся и не постящихся, и, всех накормить ужином, который помогли нам приготовить сотрудники. Вот, это очень такое большое благое дело, поэтому, конечно же, я согласилась на это. У нас 12 организаторов. В этот раз, конечно, это очень много, но все же все решили успеть до конца Рамадана покормить постящихся, потому что это благое дело, внести свой вклад, свой труд в это мероприятие. На самом деле, корнями я из Бестянки, это Пензенская область, и там ифтары мы проводили всегда. И на самом деле это очень классная возможность, то, что здесь, в середине Москвы, просто сделать ифтар, позвать татар, вместе пообщаться, посидеть. Это действительно очень круто. Спасибо за такую возможность штабу татар, ребятам, то, что все пришли, организовались. Это действительно очень круто. Это ежегодное уже, то есть собрание получается, люди собираются, уже сами организовываются и приходят в штаб с предложением, то есть провести ифтар. Это, думаю, очень классно, что у штаба есть такая возможность. Девочки, расскажите, по какому принципу приглашали гостей вообще? Каких гостей приглашали? Что, друзей, постящихся? В этот раз я решила пригласить большинство людей, тех, которые здесь ни разу не бывали. Вот, чтобы они познакомились, увидели, что такое вообще штаб татар, увидели, как проходят ифтары, чтобы они вовлекались в эту жизнь. То есть я решила пригласить тех людей, которые не знают о вот таких мероприятиях, вот, чтобы еще больше обогащать наш штаб.
Я тоже в этот раз пригласила девочку, которая здесь никогда не была. Очень надеюсь, что она подружится, будет чаще посещать не только штаб, да, другие мероприятия, и это повлияет благосклонно к ее судьбе. Спасибо, спасибо. Это получается, штаб у нас объединяет. Объединяет, знакомит, объединяет. Так, от себя хотел бы сказать, девочки, спасибо вам. Очень классный ифтар. Передайте всем организаторам, от всех нас. Мы очень рады, что есть такая возможность прийти к друзьям на ифтар. Было бы интересно тебя послушать, конечно. Всем привет. Меня зовут Рамиль. Да. Но для меня, как сказать, это тоже такой месяц очищения, месяц познания, наверное. Конечно, хочется познавать это всегда, но именно в этот месяц это как-то по-особенному просто происходит. Люди немножечко, ну как немножечко, много начинают объединяться. Добрых дел становится все больше. Иногда думаешь, ну почему именно в этот месяц? Хочется, чтобы всегда вот так было. Да. Но пока что, ну не знаю, почему-то так происходит, что как будто только для них этот месяц важен. Но я вижу в этом, не знаю, наверное, вот тот самый большой пример, как себя должны люди вести постоянно. Вот, наверное, вот такой это для меня Рамадан. Ну, праздник как для меня пройдет с друзьями, как где-то мы соберемся, пообсудим, как что для кого прошло. Для меня это уже где-то 4-й, наверное, Рамадан проходит. Вот, тоже, да, альхамдулилля. Потихонечку идем к просвещению, к познанию, не знаю. Это, как бы очень желание внутри есть, поэтому вот так. Главное, чтобы ты сам внутри ощущал, Да. что с каждым годом для тебя это становится все глубже и глубже. Да, конечно. Для меня еще, что важно, играет большую роль, что мое окружение становится все ближе, то есть к этому просвещению, к пониманию, к Богу, к отношению к Рамадану в целом вообще, ну, такое большое, теплое, плотное. Принятие. Да, принятие. Поэтому окружение очень влияет на меня. Спасибо. Вот так. Вот. Спасибо, Рания. Тебе спасибо, было приятно побеседовать.